Данный садик посещает около 200 детей. То есть, да, и вот если бы данный случай произошел и полностью бы он обвалился, не в праздничный день, а в будни, да, то есть, была бы очень большая трагедия. Село Танайка, Елабужский район. Масштабы ЧП видны невооруженным глазом. На окнах детского сада подпорки, в стенах зияют дыры, которые, видимо, кто-то пытался замазать. Садику 41 год, был построен еще в 1978 году. Родители, отмечает Регина Саляхова, били во все колокола. Нужен ремонт. Да, он был запланирован, но только в 2021 году. Ведь в программу капремонта здания попадают по возрасту. Началось обрушение стены, и продолжают детей водить в детский сад. Это было в начале марта, и уже 7 марта уже прислали фотографию, как пошла информация о том, что обрушилась балка в туалете, то есть полное обрушение внутри здания, и детей сказали больше не приводить. Ну ничего я не буду говорить. Большинство родителей малышей боятся что-либо говорить на камеру. Отмечают, что их попросили забрать вещи детей из детского сада. Мы решили зайти внутрь, чтобы оценить обстановку. Но сотрудница детсада заняла оборону. Заперлась изнутри, даже вещи родителям перестала выдавать. Я не могу с маленьким ребенком туда-сюда ходить, он у меня болеет. Уважаемая госпожа Киселева, завтра подойдете за своими вещами. Что вы делаете, подумайте. В один прекрасный день нам сообщили, что у нас в группе прорвало крышу. Мы, естественно, забили тревогу, почему так случилось. И нам заверили, что у нас в садике все хорошо, все прекрасно. Айгуль Хабибулина в садик водит 2 детей. Говорит, дочка жаловалась, что капает с потолка. Показывает нам сделанные фотографии. С просьбой помочь написала жалобу на портал госуслуг. Куда детей водить? Мы не знаем, что сейчас делать, как нам быть, потому что все родители работают. Я созвонился с МЧСниками. Исполнительный комитет поставил в известность. И где-то спустя минут, наверное, 40 мы все там собрались. Было принято решение демонтировать эту стену. Начальник управления образования рассказывает нам свою правду. Обрушения, говорит, не было. Беды ничто не предвещало. Садик посещают 117 малышей. Но 7 марта в конце рабочего дня поступил сигнал от заведующей. Она заметила трещину между оконными блоками. Интересуемся. Раскрывать нечего. Почему не пустили нашу съемочную группу внутрь? А мы там никого не пускаем, потому что все-таки, я еще раз говорю, несущие стены у меня есть и у нас, у комиссии, которая туда выезжала, визуально, повторяю еще раз, что может быть какая-то аварийная ситуация. Ничего там не рухнуло, поверьте мне, моим седым волосам. То есть о нас, получается, побеспокоились, а подчиненных. Если аварийная ситуация возможна, почему в здании на момент съемки находились люди? Какая обстановка внутри, мы решили выяснить в МЧС. Руководитель пресс-службы предоставить нам информацию не смог, направил в исполком района. В конце недели в Министерстве образования сообщили, что специалистами Татинвестгражданпроекта проведено обследование здания и вынесено предварительное заключение о возможности эксплуатации при выполнении необходимых работ. Пока в районе ищут подрядчиков и планируют вновь открыть садик к лету, родителям предлагают водить малышей в соседнюю школу. Там определили кабинеты, где временно будет располагаться детсад. Как мы видим, воды нет, средства личной гигиены тоже. Туалетную бумагу поставили при нас, грубо говоря. Можем заснять, и света тоже отсутствует. Поселок Васильево, Зеленодольский район. Школа номер 2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева. И здесь проблема ремонта начинается с туалета. Активисты ОНФ решили провести здесь проверку по жалобе родителей. Легкий доступ, не дай бог дети просунут руки, и плачевная история будет очередная. Взгляните. Старая советская проводка. По поводу ремонта школы я начала обращаться где-то в 2014 году. Но постоянно получала отказы, так как в школе не было 30 лет. Теперь уже в школе доходит 35 лет, и все равно ее в капремонт не включают. У Маргариты Бахтиной в этой школе учится внучка. Всего здесь обучается около 1000 учеников. Тыгин, глава нашего Зеленодольского района, ответил, что денег нет и включать школу в капремонт не будем. Маргарита ведет нас по коридорам и классам, показывая изъяны. Ни в одной школе таких дверей нет, это срам. Рамы все гниют. Вот эта вот гниль
Начинаешь открывать окно, и стекла вылетают. Я подписываю, чтобы не упало уже вниз совсем. Или сюда не вывалилось. Школа вообще, как видите, вообще в плачевном состоянии. Крыша протекает, в классу холодно, окна дуют. Туалеты вообще ужасные. Не хотим жить в красивых, хороших условиях, чтобы наши дети учились. Наоборот, только за. Нам очень обидно, что кадетской школе дают 48 миллионов, хотя у них уже вложено много. А нам очень обидно. Капитальный ремонт здесь предстоит сделать порядка на 100 миллионов рублей. Сумма большая для муниципалитета, она просто непосильная является. И единственный выход – это из республиканского бюджета финансирования просить. Данная школа, она не была включена в капитальный ремонт в предыдущие годы, потому что она не соответствует условиям программы по году строительства. Обратились также от имени министерства в район с просьбой рассмотреть при формировании заявки района возможность включения данного объекта в программу на 2019 год. Но при поступлении заявки с района в их заявку были включены 4 детских сада. То есть район не включил эту школу в заявку на программу капитального ремонта, хотя еще в мае 2018 года официально обещали. Вот документ, подписанный заместителем руководителя исполкома Афанасьевой. Цитата. «Указанный объект будет включен в заявку в адрес Министерства образования на проведение капитального ремонта образовательной организации в 2019 году». Конец цитаты. У нас в школе только на улице туалет. Это село Кутеево, что в Рыбно-Слободском районе. Ситуация здесь вообще на грани абсурда. На дворе 21 век, а дети вынуждены ходить в деревянный, неотапливаемый туалет, где, кстати, и воды-то нет. Это старая печка, можно убрать. И вот здесь можно сделать туалет. Место для строительства туалета внутри школы есть, и санитарные нормы позволяют, отмечает директор. Только ремонт до них никак не дойдет. Подсчитывал около 250 тысяч рублей нужно. Это получается и перегородки, да? Да, и перегородки, и двери, и унитазы, и все. Вот такая сумма. А вы обращались к руководству района, к управлению образования? Да, я обращался. Они обещали. Впервые, говорит Халидин Ахатов, о помощи районной власти они попросили в 2016 году. Вот уже пошел 4-й год, как ждут. Только на этой неделе с криком о помощи в Общероссийский народный фронт поступило более 2 десятков сигналов от родителей из районов Татарстана. Сейчас звонки проверяются. Сообщить о проблеме можно по телефону горячей линии 273 16 72. Чтобы выявить вот эти школы и обратить внимание властей на данную проблему. Поскольку речь идет о детях, о наших детях, которых мы воспитываем, за которых мы переживаем. С 2012 года в Татарстане реализуется программа капитального ремонта образовательных учреждений. На эти цели было выделено уже более 17 миллиардов рублей. Отремонтировано 1048 объектов. Перечень формирует муниципалитет, тех организаций, которые им требуется включить в программу в соответствии с лимитом. Мы собираем эту информацию с районов и дальше формируем окончательный перечень. Каким образом этот перечень формируют муниципалитеты? И нужны ли еще доказательства для того, чтобы эти школы и детсады попали в заветные списки? Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней.